мобилизация всей системы здравоохранения и мобилизация промышленности оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и в Штатах. Там вообще просто развал какой-то. Никакой нет. Алар только кышкырдыларына, вот Россия, мы первые деп. Вот вы первый как раз коронавирус бойынша да, коронавирус бойынша. Ну, результат, статистика. Людей много заболевших, медицинские учреждения переполнены. Меня десең мында мен дұрысын айта алмаймын. Жеңалды мекан, жоқ мекан. Ничего не будет, не победило. То, что Голикова сейчас хочет сделать ограничение с 30 по 7, это будет уничтожение малого бизнеса, все закроются. Вот и все. Я думаю, что Путин это как минимум голограмма, что его на самом деле не существует. Это моя личная позиция. Нет, не победила. Видим ситуацию на сегодняшний день. Ну, затрудняюсь ответить по этому поводу, не знаю. Ну, сейчас по статистике видно, сколько, 2-3 дня, 30 плюс тысяч зараженных, хотя на пиках даже первой-второй волны было в районе 20 тысяч. Сейчас уже 30. Они с этим не справляются. Это такой сложный вопрос. Победила, нет, это все от нас зависит. Как мы себе, вот я разговариваю с вами, по идее, мне надо масочку надеть, а я иду, задыхаюсь в ней. Непонятно, победили мы еще или нет. И правительство, сложно сказать. Не знаю. Yok, потому что не те меры принимали. Путин борется, но так быстро это не преодолеешь эту ситуацию. Пока что еще неизвестно. Это не правительство Путина сражается с коронавирусом, а всемирное сообщество. Пока непонятно. Коронавирус же идет. Они считают, и нам это внушали, что очень победили. Вот, но другие цифры у других это 0. 0 побед. Цифры разные. Оно должно быть. И способности к мобилизации нет у них, как оказалось. У нас лучше.